Их считают национальным блюдом крымских татар. Некоторые посвящают им стихи, а в Белогорске даже возвели памятник. Речь идет о чебуреках. На полуострове мало кого можно удивить этим блюдом, а крымские татары, проживающие за пределами Крыма, пытаются сохранить традиции их приготовления. Что знают о происхождении этого блюда жители Турции, где проживает наибольшая диаспора крымских татар в мире, узнавала наш специальный корреспондент из Стамбула Эмине Халил. Элиф Каджаман – чебуречница в третьем поколении. Это стамбульское заведение угощает крымско-татарскими чебуреками уже более полувека. В 1965 году это место открыл дядя Халил. Затем, перед своей смертью, он передал это место своему сыну Энверу, а после отца Энвера продолжаю теперь я. Всегда по-разному, от 500 до 1000 чебуреков в день. Крымские чебуречные в Стамбуле не редкость, однако у всех уже свои постоянные клиенты. Не исключение и это заведение под названием «Маленький дом чебуреков». Мы открыли это место в 1996 году, но впервые начали это дело в 1983 году в городе Гелибалу. А с 1996 года заведение работало под названием «Маленький дом чебуреков». В день продаем около 150-200 штук. Владелец этой чебуречной крымской татарин Эрдал Тажделен уверен, что местные пока недостаточно проинформированы о крымском народе-побратиме. В этом году исполняется 2 года с тех пор, как я открыл это заведение. Я подумал, что это наше национальное блюдо. И поскольку я крымский татарин, решил, что чебуреки – это хороший способ познакомить людей с нашим народом и культурой. Считаю, что с помощью национальных блюд можно достаточно эффективно знакомить людей с крымскими татарами, а чебуреки я умею готовить сам. На нехватку клиентов хозяева этих заведений не жалуются. Туркам нравятся чебуреки, но происхождение этого блюда их не слишком интересует. Это блюдо происходит из Татарстана. Антеп, насколько я знаю, из Болгарии. Это татарское блюдо, моя бабушка крымская татарка, поэтому я знаю и прихожу сюда. Чебуреки? Скорее всего, из Черкесии. Еда татар из Татарстана. Как оказалось, жители Стамбула не осведомлены не только в гастрономических вопросах, но и в географии. Где Крым, не знаю. А не в Украине разве? Не знаю, насколько досконально. Ей-богу, не знаю. Кажется, где-то в стороне России, но точно не знаю. Крым расположен на побережье Черного моря. Не знаю точно. Мы не знаем. Слышали, что есть крымские тюрки. Ей-богу, не знаю. Я знаю, что Крым находится на Дальнем Востоке. Турция – страна, где проживает наибольшая крымско-татарская диаспора в мире. По разным данным, от 5 до 8 миллионов. Сами же крымские татары Турции отмечают, что аннексия Крыма 1783-го, депортация 44-го и дальнейшая ассимиляция не прошли бесследно. В первую очередь мы потеряли свой язык. Мы не принимаем достаточных усилий, чтобы знакомить людей с крымско-татарской культурой. Со стороны этого государства поддержки в этом никогда не было. И наши общественные крымско-татарские дернеки, к сожалению, работают очень ограниченно. Из Стамбула Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР.